Горькие травы. Часто пряные травы содержат не только ароматное эфирное масло, но и довольно ощутимую горечь, которая может проявляться тем сильнее, чем дольше травы контактируют с блюдом при долгой кулинарной обработке. Довольно много ароматных специй и трав содержат горечь и имеют горький вкус. Лавровый лист и шалфей, лаванда и розмарин, сельдерей и горчица, корневища аира, одуванчика и цикория, полынь и рута, тимьян и ромашка. Для того, чтобы уберечь блюдо от излишней горечи, нужно соблюдать несколько простых правил. У дикорастущих растений тысячелистника, пижмы, полыни можно есть только молодую и свежую зелень, собранную до появления цветочных стеблей. Собирают и сушат впрок только верхние части полностью цветущих растений. Добавляют высушенные или свежие горечи в блюдо самых минимальных количествах – 1-2 листика или буквально на кончике чайной ложки порошка. Ароматный дым – хороший способ использования пряных растений, содержащих горечи или большое количество смол. Свежие веточки горьких трав можно окунуть в масло, вино или маринад, а затем обмазать этой ароматной кисточкой мясо, которое жарится на открытом огне. Другой способ – разделить горечь и аромат. Это обертывание листьями или помещение веточек внутрь тушки. Он подойдет для жирной рыбы, скумбрии, карпа или сома, свиного или бараньего окорока или курицы. Сразу после приготовления листья и ветки удаляют.